Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. План строительства моста через Лену обретает реальные очертания. Согласован вариант прохождения подъездных путей моста в районе Старой Табаги. На днях глава Якутии А.С.Н. Николаев и члены рабочей группы правительства нашей республики встретились с жителями села. О чем шла речь на этой встрече, какие доводы сыграли решающую роль в выборе окончательного варианта и насколько при этом удорожал проект, и в целом о том, как продвигается работа по обоснованию экономической эффективности моста на федеральном уровне, мы поговорим сегодня с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллом Бычковым. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Наверное, давайте начнем со Старой Табаги. Очень много лет, наверное, с момента появления проекта Ленского моста, жители села вызывали недовольство свое, что подъездные пути будут проходить через их населенный пункт, будут сноситься дома, изыматься земли. И на днях рабочая комиссия побывала, встретилась с жителями, и был выбран все-таки какой-то оптимальный для всех вариант. Сколько же было всего вариантов этой трассы и какие доводы все-таки сыграли ключевую роль в выборе окончательного? Ну, на самом деле, действительно, за все время, когда обсуждался этот проект, обсуждается он уже очень много лет, первые проработки делались еще в 90-х годах, потом они делались в нулевых годах этого века. И итераций было также много, также было много различных трассировок, типов мостового перехода и так далее. Но, конечно, вариант расположения моста в непосредственной близости с селом Старая Табага, он, в общем-то, обсуждался всегда, и в той или иной степени он должен был затронуть эти территории, и, безусловно, такой момент очень чувствительный для жителей, связанный с тем, что они имели неопределенность, не до конца осознавая, понимая, какая будет трассировка моста, при этом полностью поддерживая, безусловно, как я думаю, что и все абсолютно без исключения жители республики поддерживают этот проект, эту идею, эту необходимость абсолютно для всех и каждого. Поэтому, конечно, было очень много на эту тему работы проделано, и вариантов было 4. На самом деле они были достаточно проработаны, и по поручениям главы республики А.С.Н. Сергеевича Николаева было определить ту траекторию моста, которая была бы оптимальной с транспортной точки зрения, но самое главное, чтобы она не создавала ограничений, во-первых, для развития поселений, в частности Старая Табага, первое. Второе, минимально бы затронула те владения, домовладения, которые находятся в створе этого моста. И в-третьих, конечно, чтобы сама архитектурная часть не пострадала, чтобы наоборот мост создал точки роста в том числе для Старой Табаги, чтобы это историческое поселение, важное очень для Якутии, действительно, оно историей многовековой обладает, чтобы это не просто сохранить, но и развить качественно, в том числе, чтобы развивался малый и средний бизнес. Мы знаем, когда приходит инфраструктурный объект, то там, конечно, развиваются все позитивные стороны этого, чтобы вот эти позитивные стороны были преобладающими и недовольство не вызывали ни какими-то неудобствами техническими, ни, безусловно, трассировкой этого моста. И это поручение было дано больше, чем полгода назад, когда мы эти трассировки уже на проектном уровне изучали, и в тот момент жители высказали ряд своих предложений по трассировке моста, как они бы это видели. Ну, на самом деле мы к этим предложениям подошли очень внимательно, не просто внимательно, а мы изучили каждое предложение, просчитали его, провели изыскания по тем предполагаемым маршрутам, которые мы с жителями обсуждали, провели несколько встреч, и в итоге удалось найти тот вариант, который мы представили на суждение жителей, вынесли на утверждение главы республики в исполнении его поручения. И вот встреча с жителями, которая произошла на этой неделе, на этой встрече как раз мы
этот вариант прохождения моста, с ними обсудили и получили не просто поддержку, а такую искреннюю поддержку. И на самом деле жители не просто обсуждали с нами какие-то технические вещи, но они обсуждали с нами действительно развитие своего села, те перспективы, которые они получают в связи с этой инфраструктурной единицей. И, безусловно, атмосфера была очень такой дружеской, теплой, и мы действительно почувствовали поддержку населения в этом очень непростом вопросе. Это очень непростой проект, на пути реализации которого нам предстоит еще очень-очень много сделать. А если говорить про трассировку моста, то была выбрана трассировка, которая одновременно решает проблему берегоукреплений, поскольку в селе Старая Табага эта проблематика стоит очень остро. Там действительно подтапливаются берега, эрозия, разрушается почва, идет оползание берега. И на протяжении уже нескольких лет обсуждались проекты просто берегоукрепления, как отдельно взятый строительный проект. И на самом деле вот трассировка моста, который проходит по берегу, одновременно создавая возможность и возводя берегоукрепления, безусловно, для жителей это будет самым таким, наверное, ценным добавлением к этому проекту, которое можно было бы себе представить. И на самом деле, конечно, это вызывает определенное удорожание, но это удорожание незначительное по сравнению с теми преимуществами, которые оно дает. Во-первых, туда попадает очень мало земельных участков и практически нет домовладений. Но все-таки что-то будет изыматься. Ну, вы знаете, там будут участки, там нету домов. Вот на этой, и все дома, которые находятся, они все равно имеют определенные риски сейчас в связи с подтоплением берега. Поэтому в любом случае делать там берегоукрепление или мост для этих жителей было бы одинаково. Но поскольку мост это более фундаментальная конструкция, конечно, берегоукрепления будут более существенными, такими, как вот в Ленске сделано, такие, как в Алекминске. То есть это серьезные сооружения, которые на многие десятки, то и больше лет людям создадут комфортные условия и абсолютно безопасные условия для проживания. Не стоит уже каждый год бояться паводков и оползания пород и так далее. Поэтому вот этот вариант мы считаем, что наиболее оптимален, и жители нас в этом плане поддержали, приветствуя такое решение. Но мы, конечно, им обозначили все варианты, поэтому можно сказать, что жители его выбрали. Ну, прозвучала цифра, что вот этот вариант удорожает мост на 1,5 миллиарда рублей. Деньги будут потрачены именно вот на берегоукрепление или какие-то еще статьи затрат подразумевают? Ну, на самом деле, в основном это будет берегоукрепление. Я повторюсь, у нас вопрос с берегоукреплениями в Старой Табаге стоит уже достаточно давно, и в любом случае этот проект необходимо было бы делать. А поскольку сейчас есть возможность его совместить, то еще раз скажу о том, что качественно уровень этого сооружения будет, безусловно, выше, надежнее и существеннее, чем он предполагался ранее, ограничившись просто берегоукреплениями. Ну, если говорить о работе над мостом на федеральном уровне, то что сейчас происходит вот в данное время? И был проект указан о национальной программе развития Дальнего Востока, который внесен уже в правительство страны. Что там с нашим мостом? Совершенно верно. В проекте указа он фигурирует. Развитие магистральной инфраструктуры, реализация крупнейших инфраструктурных проектов в национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и с перспективой продления до 2035 года. Так называемая нацпрограмма Дальнего Востока, этот объект туда включен. Сейчас идет работа над тем, чтобы включить объект в комплексный план развития магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Это программа, которая объединяет наиболее важные, емкие, масштабные проекты по инфраструктуре. Это и дороги, и мосты на территории всей России. Всем понятно, что уже нету никаких сомнений, что этот мост
это такая ключевая связка Дальнего Востока не только даже для нашей республики. Ведь если посмотреть географически, то эта связка будет соединять, по сути говоря, Восточную Сибирь с портами Охотского моря через Якутск. То есть это будет магистраль, по которой можно будет круглогодично, круглосуточно передвигаться, передвигать товары, грузопотоки. Я скажу, что на сегодняшний момент, если даже взять отдельно нашу республику, то транспортная круглогодичная доступность нашего региона составляет немногим более 20%. Это на самом деле в наших реалиях, в наш век супертехнологий, в наш век скоростных перемещений, гипермобильности, конечно, такая транспортная доступность, она, с точки зрения государственных интересов, она крайне мала в настоящее время. Поэтому мостовой переход через реку Лена, напомню, что через реку Лена нет вообще никаких мостовых переходов в Якутии, и это такая единственная необузданная пока водная артерия нашей страны, позволит сделать транспортную доступность более 70% круглогодичную. Вот просто вдумайтесь, что это в 3,5 раза повысит этот важнейший показатель. Поэтому это для нас даже не вопрос экономики, это вопрос жизнеобеспечения. И именно этот тезис сегодня звучит на всех федеральных уровнях, во всех федеральных ведомствах. Мы получили поддержку наших коллег в Минэкономразвития Российской Федерации, в Минтрансе Российской Федерации. Звучит он на уровне высших руководителей правительства, вице-премьеров. Ну и, конечно, президент Российской Федерации уже издал несколько указаний на этот счет. И начиная с несколько лет еще назад, и в этом году, и в прошлом, эти аргументы звучат намного уже так увереннее, так басовито, что, в общем-то, внимание приковано практически всех руководителей к этой тематике. И на самом деле сейчас у нас идет планомерная, такая фундаментальная, но очень важная работа по аргументированию, по расчетам, по структурированию финансирования под этот проект, что, в общем-то, для нас является такой важным показателем, то, что, конечно, мост у нас будет, просто впереди предстоит очень большая работа. Кирилл Евгеньевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Ну и будем надеяться, что мост появится в самое ближайшее время. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о строительстве Ленского моста. Мы говорили сегодня с заместителем председателя правительства республики Кириллом Бычковым.